то, что Китай сегодня испытывает определенные, или стратегически понимает, что новая администрация и даже после нее другая администрация, если власть сменится в Соединенных Штатах, будут рассматривать Китай как стратегического соперника на многие годы вперед. Поэтому изолированно быть в этой ситуации опасно. Поэтому Китай держит взаимоотношения как с Россией, также налаживает отношения с странами Центральной Азии. Изоляция санкций в отношении России показывает, насколько важны близкие взаимоотношения с соседними странами, странами, те, кто, возможно, при каких-то санкционных ограничениях будут помогать поддерживать экономику страны, выживаемость режима в том числе. Поэтому, конечно, здесь намного шире интересы. Да. То есть они не только простираются, условно говоря, в вопросах региональной торговли, особенно для второй экономики мира, как Китай. Поэтому Китай на этой встрече, я думаю, не зря сразу же подчеркнул в своем заявлении, что он стремится поддерживать региональную безопасность. И далее были сказаны о необходимости борьбы с терроризмом и с прочими вызовами, да, что в контексте может трактоваться как Китай заинтересован в стабильности режима в Центральной Азии. И вот это к началу твоего вопроса. То есть Китай не пытается воспринимать эти режимы иначе, менять их, он воспринимает так, какие они есть, вот, и готов с ними взаимодействовать.